безусловно, изменилась, но вряд ли кто-то решится сегодня сказать, что она стала намного лучше. О том, как начиналась чеченская кампания в декабре 1994-го, репортаж нашего специального корреспондента Вячеслава Грунского. По этой трассе российские войска уходили в Чечню 11 декабря 1994 года. Колонны бронетехники, санитарных и тыловых машин. Так начиналась новейшая чеченская история. Российская армия не знала, что ждет ее в мятежной Чечне. Тогда казалось, что все закончится через несколько дней. И мало кто предполагал, что этот марш затянется на годы. До сих пор никто не может ответить на вопрос, почему действия федеральной власти были столь поспешны. Утром 29 ноября 1994 года Совет Безопасности России принял решение о вводе войск. Уже к вечеру передовая группа направилась к чеченской границе. Тогда еще никто из офицеров Северокавказского округа не знал, что речь идет о вводе войск в Чечню. Все напоминало военные сборы. Нам была поставлена задача совершить марш на Моздок и провести колонну командного пункта, командующего войсками. Ориентировочно 18-18:30 мы вытянули колонну и убыли из Ростова в Моздок. Приказ войти в Чечню командиры частей получили лишь рано утром 11 декабря. В Моздоке развернут госпиталь для приема 100 раненых. Никто даже не думал, что потери могут быть намного большими. С 3 направлений бронеколонны двинулись к Грозным. Спокойные лица солдат и ужас встречающих их на пути в Чечню жителей приграничных районов. Вы боитесь? Конечно, у меня отец раньше войны умер. Погибла на этом. Мы зайдем, они увидят ввод колонн, увидят большое количество техники, людей, и они мирно сложат, ну, будет где-то кто-то, какой-то подлец стрельнет из-под угла. Вот примерно была психология такая. 42-й армейский корпус генерала Трошева из Владикавказа шел в Чечню. Но в Ингушетии путь военным колоннам переградили местные жители. Слушай сюда, вот видите, я работник Северной военизированной части. 16 лет на севере работал. И сейчас работаю. Но я не хочу присутствия российских войск на моей территории. Ведь должна быть конечная какая-то задача. Ближайшая, последующая, дальнейшая, конечная задача. Мы ее, к сожалению, не знали. А что солдат знал? Это во-первых. Во-вторых, конечно же, когда мы видели, что не только бандиты, а население. Я могу отличить бандита от населения. Пацаны, женщины, старики, старухи. Как они нас встречали? И плевали вслед, и камни бросали. А кто из-за спины их и стрелял. И мы чувствовали, что мы здесь незваные. В районе Назрани местные жители соорудили несколько баррикад. Они забрасывали камнями машины, вытаскивали из кабин и избивали солдат, протыкали железными прутьями бензобаки. Геннадий Собовой находился в этот момент в одном из первых БТРов. Он говорит, что 11 декабря в Ингушетии было разграблено несколько десятков тыловых машин с продуктами и армейскими палатками. В результате солдаты и офицеры весь декабрь спали на земле, умывались снегом и питались сухпайками. 11 декабря рядовой Масленников был убит под Назранью. Официально это первая жертва чеченской кампании. Ну вот страха как такого вот, перед тем, что вот идем на войну куда-то, хотя мы в полной мере еще тогда, может, даже и не сознавали, что оно так будет. Вот. У нее офицеров и у солдат не было. Российские войска пошли в Чечню с настроением быстрой и легкой победы. О том, что в этой республике уже существовала тогда боеспособная, хорошо подготовленная и вооруженная армия, а вокруг Грозного созданы целые рубежи обороны, никто из российских офицеров не знал. У многих из них не было даже карт Чечни и необходимой подготовки. Психологически, может быть, личный состав и был готов, но не был в некотором роде обучен действия в горных условиях местности. Через несколько лет решение о начале чеченской кампании назвали авантюрным. Но и 11 декабря было ясно, что Россия не готова к такой войне, смысл которой даже не могли объяснить народу. Были разъяснения в стиле советских времен. Скажем так, дубовые разъяснения. Не конкретные, размытые, расплывчатые. Конкретики никакой не было. Поэтому конкретно каждый солдат, да что там говорить о солдате, если генералы и офицеры, скажем так, высокого ранга, высокого звена фактически не знали своей задачи.
Грозный, 11 декабря 1994 года. На площади перед президентским дворцом собираются вооруженные люди. Многих из них, вероятно, сейчас уже нет в живых. Все они готовы к войне и клянутся в верности Джохару Дудаеву. Говорят о свободе и о чести умереть с оружием в руках, сражаясь за родину. Лишь один чеченец на этой видеопленке 7-летней давности еще пытается призвать Москву и Грозный к миру. У ваших русских ребят же так же родители, матери, семьи же у каждого, правильно? Но мы же, неужели думаете, у нас тоже твои дети? Это нас действительно подставляет, то есть с другой стороны. Это же будет чистейшая мясорубка. Грозный спустя 7 лет, декабрь 2001 года. Разрушенный город-призрак, жизнь в котором остановилась. Островок цивилизации в чеченской столице – дом правительства, окруженный со всех сторон войсками и ОМОНом. За его воротами совсем другая жизнь, голодная и опасная. Грозный был красавицей, даже экскурсия приезжала смотреть на наш Грозный. А сейчас? А сейчас вообще кошмар. В охране нынешнего главы Чечни Ахмада Кадырова те, кто 7 лет назад с оружием в руках встречал российские войска. Сегодня они по эту линию фронта. Чечня – непредсказуемый край. Здесь говорят о мире с оружием в руках. Последнюю еду отправляют боевикам в горы, а переговоры считают слабостью. Тейповые законы выше федеральных. За 7 лет, прошедших с первого ввода войск в Чечню, российские солдаты по-прежнему здесь чужие. Чечня для них – это место службы, а не территория России. Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мира хотим. Ну, а как сделать так, чтобы нет? Ну, как сделать? Наверное, войска, выйдут, а потом будет мир. 7 лет прошло с момента начала военной операции в Чечне. С тех пор обстановка в этой республике мало чем изменилась. Постоянные обстрелы, минирование дорог, похищение людей. Все это происходит здесь и сейчас. Правда, в меньших масштабах. Мы постепенно привыкаем к ежедневным сводкам потерь. И рецепт решения чеченской проблемы, кроме военного, до сих пор не найден. Вячеслав Грунский, Александр Данилов, Алексей Князев, телекомпания НТВ, Грозный.